небольшое видео по обстановке в городе Якутске. Как видите, ничего не видно. Это у нас дым, задымленность, загрязнение воздуха превышает все нормы. Летает пепел, дышать тяжело, горечь сразу стоит во рту от дыма. Домов вообще не видать впереди, как зимой в тумане. Здесь горит тайга недалеко от Якутска. Поэтому такая вот задымленность. Вчера ветер еще поднялся сильный, из-за этого, скорее всего, пожары сильнее разгорелись. Мы сначала думали, ветром разгонит дым, на самом деле это не так, дым только наоборот сильнее усилил пожары и стало еще больше дыма. Спасает кондиционер, хотя на улице 20 градусов. Приходится включать кондиционер, чтобы в машине было свежо и легче было дышать. С открытыми окнами вообще невозможно ехать. Не знаю, как люди ходят пешком, вон на остановке человек сидит, но в маске. Некоторые ходят без маски, на велосипедах катаются многие. Дети во дворах играют. Ну, сейчас еще утро, время 9:43. Вот велосипедист без маски. Не знаю, тяжело. Вон мама с детьми пошла. Как-то так. На улице 21 градус. Позавчера были дожди, так все хорошо было. Думали, что все притушит. Оно немного прибило дым, пыль прибила. Видимость была хорошая. Но вот за вчерашний день поднялся сильный ветер. И, скорее всего, тайга опять разгорелась сильно. Причем сильно. Это, по-моему, такой задымленности еще не было. Это мы едем по автостраде, по Новопортовской. Машинка бегает. Расход маленький. Вот сейчас едем 70. Расход вот сейчас 3 литра примерно. 3-4 литра. Немножко сейчас как бы с бугорка, что ли, еще, или да не знаю, ну вот сейчас 4 литра. Короче, если ехать вот так вот 60-70, 4-3 литра, 3-4 литра кушает. Если так идти накатом. Так, солнышко практически не видно уже, наверное, недели 2. Пока леса не горели, стояла дикая жара. 35 градусов практически доходила температура, под 40. А теперь наоборот. Вроде стало немножко попрохладнее, но хотя все равно жарит. Вчера 28, по-моему, было. Хотя вот такое вот солнце, вот, не знаю, видно вам, нет? Оно в дыму, сквозь дым пробивается немножко. И это, ну, на улице жарковато. У нас, по-моему, сквер Гагарина называется, или как-то так. Или с той стороны справа, слева, я не знаю. еду сейчас в овощной магазин, овощи, фрукты.
более-менее нормальный магазинчик. Можно было, конечно, взять возле дома в каком-нибудь ларечке, но там маленькие ларьки. Я еду в более-менее нормальный магазин, крупный. Купим дыньки. Дыню не ели уже давно, в этом году ни разу. Цена, по-моему, на дыне где-то около 80 рублей. Сейчас посмотрим, сколько в этом магазине будет. Здесь у нас строится спортивная, короче, комплекс спортивный. Вот эта вот полоса, дорога вот эта вот однополосная получается, в одну сторону одна полоса, буду делать двухполосную в одну сторону, то есть будет, вернее, дорога будет четырехполосная, две стороны в одну, две стороны в другую, так вот будет. Хотят расширить, в принципе место позволяет. То здесь постоянно пробка, вот до этого перекрестка с города постоянно пробка, так как с города там идет автострада на две полосы, потом она объединяется в одну, и вот до этого вот перекрестка всегда пробка стоит. Практически бывает от самого кольца. Вот мы сейчас ехали по автостраде, там частенько бывает пробка, особенно по вечерам и по выходным, когда все едут из города на даче, на природу, на рыбалку. Мы уже практически доехали. Вот он, этот магазинчик, называется Сайын. Такое вот название, Сайын. Хороший магазин. Нам нравится. Ну, в общем, дыньку я не купил здесь. Дыни не было. Вернее, там была дыня. Ну, пока нету, они закончились, говорят. Там осталось немножко такие подгнившие, я не стал их брать. В общем, сейчас заеду в другой магазинчик, куплю дыню. Но зато взял винограда и, как ни странно, курицу. То есть взял голень и филешку. Такая неплохая, качественная курица здесь. С виду. Попробуем, как она. Ценник, конечно, подороже, чем, вот, допустим, взять птицефабрику местную. Там ценник вообще смешной. Но и качество, говорят, как, ну, на суп пойдет, она, мясо немножко такое. Если его варить долго, то нормально. Так оно, ну, старое, говорят, типа курицы старые уже, там мясо такое жестковатое. Не знаю, мы в принципе брали нормально. Ну вот сейчас решил взять такое попробовать. Вроде такие голень такая большая, мясистая, и филешка такая чистенькая, крупная тоже. Халялевская, халяль. Не знаю, может, если халяль, может, Казань какая-нибудь, город. Тут есть Казань продукт, они возят с Казани мясо. Так. Кстати, тут дыньки были по 120 рублей. А я слышал, вот сейчас заеду на овощную базу, на овощную овощи, фрукты.
Там дыньки были от 60 до 80. Ну вот такая вот обстановка сегодня у нас. 18.07, 18 июня. Уже лето прошло практически. Офигеть. Август тоже на носу. В Якутске август — это уже осень. Ближе к осени. Ну, в общем, взял дыньку. Кстати, вот тут базы. Там вон сзади фуры стоят, там везде торгуют. А я взял вот тут вот. В общем, тоже 120 ценник. Не знаю, хотя я вот недавно тут довозил людей, они говорили, что по 80. Такие плохие, по 60 были. Но они тоже вот здесь, по-моему, брали. С этого края. Ну, не знаю, может они как-то часто покупают, может им скидку какую-то дали, не знаю. Ну, в общем, вот выбрали такую небольшую дыньку, средненькую. На 500 рублей вышло. 465. Все как-то так. Ну, в общем, все. Всем спасибо, что посмотрели. Всем удачи и пока.